Добрый день! Сегодня у нас с вами занятие по данному роботу, симулятору, который теперь находится в вашем институте, да, который вам позволит отрабатывать различные клинические ситуации в разных областях. Значит, меня зовут Анатолий Веревкин, я врач-анестезиолог и реаниматолог, специалист по симуляционному обучению, преподаватель САЕ Академии. Эта академия есть как филиал компании САЕ Healthcare, которая выпускает данного робота, симулятора. Я бы хотел познакомиться со всеми вами, узнать, какая у вас специальность и есть ли у вас опыт преподавания вот с подобным симуляционным оборудованием, чтобы мне понимать, на каком языке мы сегодня с вами будем общаться. Можно начать с вас. Вячеслав Маханов, я веду по уходу за больными и стоматологии. Уход за больными. Да. Ну, первый курс. Такой симулятор вообще первый раз видим, по-моему, все. Не было таких. Ну, простые симуляторы у вас есть? Вы простые, да. Работаете. Все понятно. Убеева Елена Александровна, веду инфекционные болезни. Опыта преподавания конкретно с манекенами нет, но когда сама училась в университете, в первом меди, у нас каждый год перед допуском к практике была как раз вот необходимость давать все навыки СЛР и так далее в манекенах. Так что... Вы преподаете инфекции, да? Инфекции, да. Ну, то есть инфекционно-токсический шок, Да, это да. ваша тема, да? Да. В принципе, здесь все равно. Педиатрия учит в пятом курсе. Педиатрия. Все понятно. Ну, оборудования еще нет, поэтому... Так, я преподаю в терапию. Да, с простым манекеном мы вот к аккредитации готовили до этого простого манекена. Ну, такого манекена не было. Нет, я не говорю, что был, не был. Я имею в виду, есть ли опыт вообще встраивания в ваше занятие оборудование другого уровня, не такого сложного. 70% аудитории, наверное, ответит, что нет. Большая Хорошо. часть подготовка к первичной аккредитации у нас. Хорошо. А так терапевты, да? То есть хирурги есть, педиатры, акушер-гинеколог. Еще кто? Еще какие специальности? Терапевт. Терапевты. Шестой курс еще. Значит, идея такого уровня оборудования была создана для того, чтобы отрабатывать различные критические ситуации и протоколы действия на том уровне, который, если локальные протоколы, если у вас какие-то применяются, либо рекомендации клинические, по которым это отрабатывается. Значит, он не сделан для того, чтобы отрабатывать отдельный навык. Там, я не знаю, интубация трахеи, либо сердечно-легочная реанимация. Это комплексное обследование больного, поставить диагноз, заподозрить что-то и совершенно действовать по той или иной клинической рекомендации, либо протоколу. Значит, сейчас я вам расскажу о его возможностях, из чего он состоит, и дальше мы с вами пройдемся по его функциям, как это вообще работает. Значит, сам из себя он представляет взрослого человека, который весит 76 килограмм. Значит, у него могут быть сменные гениталии. Значит, это сейчас может быть мужчина, может быть женщина. Значит, он в рабочем состоянии может использоваться как положение на спине. Также он может использоваться сидя. Естественно, его либо сажает где-то какой-то упор, и он может работать лежа на животе. Значит, также он может работать от блока питания, который у нас сейчас включен в розетку. У него встроенные аккумуляторы, которые позволяют отработать ваш кейс до 4 часов от встроенных аккумуляторов. То есть, по сути дела, можно разыграть ситуацию, сидит человек на приеме к доктору в поликлинике, и с ним становится плохо, и здесь вы можете уже отработать весь алгоритм
действия ваших, так сказать, протоколов. Значит, у него сгибаются конечности, поднимаются, значит, руки определенным образом. Есть система датчиков, которые встроены в нем. Управляется он при помощи вот такого ноутбука. У него встроен внутри компьютер, который генерирует локальную сеть. И по локальной сети вы соединяетесь с ноутбуком. И в данном случае моноблок — это аналог прикроватного монитора, который вам позволяет отслеживать все его физиологические параметры, которые, в общем-то, здесь в полном объеме представлены. Значит, собственно говоря, по управлению, наверное, по особенностям это вся информация. Здесь есть порядок неких включения данного оборудования, который мы сейчас с вами должны пройти, чтобы вы понимали, как это работает. Для этого я пока остановлю сценарий. Иду со страницы. Значит, ну, как я сказал, он включается в розетку. Здесь есть кнопка включения. Сейчас она у нас активна. Для того, чтобы запустить программное обеспечение, мы включаем ноутбук. Вот он перед вами, его экран. Заходим в приложение Firefox. И, значит, принимаем команду запустить Adobe Flash. И дальше у нас загружается стартовая страница программного обеспечения. Опять же, все, что я говорю, все есть в инструкции, которая есть. Первый вариант — это печатный вид. Второй вариант — мы можем ее отправить в электронном виде, кому скажете, на любой адрес, либо мы это сделаем целенаправленно руководителю центра, который это потом... То есть все, что я говорю, это все есть. То есть пароль такой же, как логин, админ. И если мы все делаем правильно, у нас загружается стартовая страница программного обеспечения, которая в данном случае называется Views. Значит, у вас в комплекте есть стандартный перечень сценариев, которые уже предустановлены, значит, и которые вам позволят на их фоне моделировать собственные свои ситуации, либо писать вообще свои собственные сценарии, которые вам будут нужны по ходу преподавания. Значит, этим мы будем заниматься в следующий этап обучения. Значит, для того, чтобы понять, как работает данная программа, мы выбираем в данном случае здорового мужчину, да, который из себя представляет 33-летнего мужчину, который пришел на, там, условно... Скажите, пожалуйста, а можно сразу по ходу вопроса? Конечно, можно. А можно менять параметры возраста, веса? Можно. Можно. Несмотря на то, что все равно все можно, да? То есть я там напишу подросток 14 лет, да? Можно. Ну, понимаете, подростка 14 лет вы не отыграете, а он вам не даст сделать вес, там, условно, 30 килограмм, программа не даст, потому что у производителей вообще такого рода оборудования, у них вся линейка, она представлена, есть новорожденные, недоношенные, дети. А это сколько, от скольки весов может? Значит, он дает, скорее всего, от 40. От 40? От 40. Значит, в этом только особенность. И еще один вопрос. А изменение параметров вот в этой, да, вкладке добавить будет? Давайте, вы сейчас спрашиваете вещи, которые сейчас пока... Я об этом, обо всем скажу. У меня просто есть своя последовательность рассказа об этом. Вы поверьте, это все отточено уже годами, да? И вы все это будете знать, и если будут какие-то вопросы после этого, я, конечно, отвечу.
Значит, для того, чтобы подключить симулированный клинический случай здоровый мужчина, я нажал кнопку «Выполнить», и у нас появилось отображение физиологических параметров, которые были записаны программно, да, частота дыханий, артериальное давление, сатурация, среднее давление, объем легких. Все это сейчас выполняется этим пациентом. Да? В принципе, если мы сейчас подойдем к нему, мы можем у него пропальпировать пульс с этой частотой. Если мы возьмем манжету для измерения артериального давления, я ее адаптирую через определенный Т-образный катетер, который есть в поставке, то вы можете еще измерить артериальное давление его, да, послушать у него сердце, послушать легкие. Значит, вы вот аускультативно будете слышать какую-то клиническую картину. У него моргают глаза, у него зрачки реагируют на свет. Да? Значит, в зависимости от того, какой диаметр я установлю, так оно, собственно, все и будет происходить. Если я хочу сделать анизокарию, да, там при той или иной ситуации, то я это могу сделать. И в принципе тот человек, который его обследует, он это увидит. Значит, если я сделаю так, что он заснет, например, я веду ему на ваших глазах, мне сейчас будет нужен помощник. Вас как зовут? Вас. Глеб, да? Ну, мешок, амбу. Знаете, что такое? Вывести дыхательные пути адекватно сможем, да? Я вам помогу. Да, ну, нет. Мне помогать не надо, это я вам помогу, если у вас не получится. Я-то знаю, как это делается. Значит, мы все тут учимся, да, и мы все делаем ошибки, поэтому мы тут не для того, чтобы кого-то тестировать, а мы тут для того, чтобы понять, что эта штука может дать, и на какой уровень может это вывести в ваше занятие, если мы можем научиться ей пользоваться. Я просто, ничего, собственно говоря, не делая, я веду ему обычно, сейчас скажу, что веду ему пропофол. Пропофол веду ему 50 миллиграмм на его условия. 2,70, даже побольше. Я ему сейчас введу 150 миллиграмм пропофола. То есть вот я ему ввел эту дозу, у меня программа официально ее выполнила, что на 3-й минуте запуска после сценария ему ввели пропофол. Да? Но оно пока еще не падает, ну да, есть вариант, что падает. Значит, тут ну, мы видим, да, то есть у нас плавно снижается частота дыханий. И если вы прислушаетесь, он вообще закрыл глаза, да, у него депрессия дыхания наступает. И в принципе мы с вами находимся в состоянии водного наркоза. Я сейчас еще могу ему ввести миорелаксанты и вообще убрать действие скелетной мускулатуры. То есть у нас плавно стала падать сатурация. Как вы видите, я больше ничего в программе не меняю. Я только ввел лекарства. Дальше программа, физико-математическая модель, она автоматически это подвигает. Да? И вот это очень наглядно показывает, значит, что мы должны... То есть, если мы сейчас, Глеб, это уже вы доктор, да, значит, вы у меня будете, если вам, да, вы будете делать искусственную вентиляцию на легких мешком амбу. Для этого мы с вами что мы делаем? Выводим дыхательные пути, да, и вы двумя руками, значит, делаете вентиляцию. Частота дыхания мониторируется? Да. Вот он мониторирует с той частотой, с какой мы делаем эту вентиляцию. Понятно, да? Объем дыханий легких, видите, да?
Работает, да? Ну, вот так это все. Спасибо большое за помощь. Значит, в принципе, мы можем проследить, это тоже одна лучше функции изучать по мере того, как это все выглядит. Да? Я могу посмотреть, сколько пропофола на данный момент циркулирует в его системе. Да? Есть монитор введенных лекарственных веществ. И сколько бы вы лекарств не ввели одновременно, вот они тут все будут действовать. То есть он задышит только тогда, когда концентрация упадет до пороговой величины, и тогда депрессия дыхательного центра уйдет, и, собственно говоря, он задышит сам. Потому что мы миорелаксанты иммуно не уводили, он у нас был на фоне здорового мужчины, собственно говоря, здоровый, с кислородом, с легкими сердцем проблем не было. И в принципе, видите, да, он восстановил свое дыхание, он сам стал моргать. Я опять же ничего не делал. Да? То есть это все вот, то есть вот это наглядно показывает, как работает программное обеспечение, если мы делаем это все в состоянии моделирования автоматического ответа. Значит, теперь немножко еще раз о его возможностях, чтобы вы представляли, что же на нем можно отрабатывать, что на нем можно воссоздавать. Значит, итак, проходимость дыхательных путей, да, это все возможно. Значит, вращение есть, глаза, как я сказал. Можно заводить назогастральный зонд, можно обеспечивать проходимость дыхательных путей всеми имеющимися в вашем распоряжении способами. Интубация трахеи при прямой ларингоскопии, можно проведение бронхоскопии, можно ларингеальные маски ставить, воздуховоды, комбитюбы. Система это позволяет. То есть весь арсенал скорой помощи вы можете тут отрабатывать. И единственная особенность, все, что мы вводим в него, трубки, зонды, мы должны перед этим смазать специальной смазкой, точно так же и для введения ларингоскопа. Да? Мы тоже смазываем клинок, смазываем, во-первых, во рту язык и заднюю стенку глотки, потому что все, у него есть зубы, которые при неправильной интубации могут отваливаться и могут ломаться. Поэтому, когда мы хотим наш сценарий, ну, например, мы с вами играем анафилаксию, шок, и мы доводим до того, что он у нас должен попасть на аппарат ИВЛ в конце концов, потому что там действительно критическая ситуация, вы должны четко знать, что те курсанты, которые к вам пришли, они уже умеют его интубировать, и они знают, как это делать. То есть сама цель, чтобы они на этом учились, это вообще неправильно, потому что они иначе все там порвут, сломают, это очень стоит дорого, чтобы это дело все восстановить. Мы можем осложнить проведение интубации, либо восстановление проходимости дыхательных путей, чем увеличить отек языка. Он бывает нормальный, бывает отечный, который затрудняет. Мы можем сделать отек задней стенки глотки. Мы можем сделать обтурацию отдельно правого бронха, отдельно левого бронха. Мы можем делать одновременно обтурацию обоих бронхов. Мы можем сделать ларингоспазм. То есть мы можем воссоздать картину, что нельзя ни интубировать, ни вентилировать. Да? То есть вот проходимость дыхательных путей и трудные дыхательные пути для анестезиологов, реаниматологов вообще здесь играется на раз. На нем даже мы отыгрывали паспорт станции военно-медицинской академии и в первом меде. Значит, дальше здесь это я сказал. По, наверное, легким. Да, можно воссоздать
удлиненный выдох, тем самым можно симулировать обтурацию, обструкцию дыхательных путей. Да, то есть одышка может быть инспираторная, экспираторная, это тоже мы можем услышать. Я могу программно задать хрипы, влажные, либо сухие, либо дыхание с хрипом, либо дыхание терминальное. Да? То есть это я тоже могу воссоздать. И это будет слышно. Это я потом покажу. Значит, наверное, аускультацию можно сделать как спереди, так и сзади, но роботы такого уровня не предназначены для, так сказать, преподавания аускультативной картины той или иной патологии. Для этого есть совершенно другие вещи. Это просто грубо понять вообще, есть ли дыхание, нет ли дыхания. Да? Я могу сделать катастрофу грудной клетки, это при травме. Я могу симулировать гидроторакс разных сторон, гемоторакс с разных сторон и ликвидацию гемоторакса и гидроторакса. То есть если я при помощи иголки во втором межреберье вертикально введу иглу, я почувствую, я услышу этот воздух, и грудная клетка с той стороны будет потом расправляться и будет участвовать в акте дыхания. То есть я могу создать асимметрию дыхания, в зависимости от того, какую на всей ситуации я хочу разыграть. Наверное, по легким все. Значит, сердце очень важно знать, что мы можем по сердечно-сосудистой системе. Значит, помимо того, что мы можем мониторировать, как я уже сказал, видите, да, у вас прикроватный монитор, который вам может... Я могу настроить так, что здесь будет вот все кривые, это будет все 5 отведений. Да. Могу нажать кнопку, и у меня в режиме онлайн будет 12-канальное ЭКГ. И вы это можете сохранить, сделать скриншот экрана. Значит, в зависимости от того, если ситуация будет меняться, и его кривая будет меняться, сейчас у него норма, да? Если я поставлю, например, на ваших глазах, чтобы быть неголословным, захожу в сердце, беру ритм и, например, вам ставлю вот такую вот умеренную ишемию, как здесь она проецируется. Значит, здесь у нас пока ничего не поменялось, мы это убираем. Значит, ишемия тут видна, да? Значит, и я ее могу, естественно, посмотреть, какая же она будет в 12-канальном отведении. То есть это как раз позволяет тем, кому вы это преподаете, например, мы с вами разыгрываем ОКС, там условно без подъема или с подъемом, это все зависит. То есть вот в режиме онлайн вы можете по их, так сказать, требованию, нам надо 12-канальный ЭКГ, пожалуйста. Что вы там видите? Пожалуйста. Что вы должны сделать? Пожалуйста. То есть вы делаете протокол, отрабатываете. То есть это все сделано для того, чтобы люди не просто так на словах, как это мы раньше, да, там, да, вот при там вот такой-то мы должны. А это надо делать. И это надо оценивать и принимать решения, и чтобы он от этого менялся, либо вы его усугубляете, его состояние, если вы делаете неправильно и не те препараты вводите, либо неадекватную дозу, да, либо неважно, вы делаете все правильно, но все равно он приходит к остановке, либо к фибрилляции, и вы должны делать то, что вы видите. Значит, если это фибрилляция, значит дефибрилляция. Итак, если же у вас есть настоящий монитор, то в принципе вы можете подключить его и снять в реальном времени на настоящий монитор, он будет вам давать его параметры. Значит, при работе с настоящим оборудованием, в данном случае мне вот предоставили ваш дефибриллятор, какой есть, да. Значит, мы там сейчас давайте уберем, чтобы было видно. Просто
такого уровня оборудования, оно позволяет работать всем настоящим. Всем настоящим. То есть и здесь как раз это создано для кого? Это для студентов старших курсов и ординаторов, ну, естественно, последипломное образование. Здесь как бы все работает. То есть, если мы возьмем дефибриллятор, он готов к работе, я устанавливаю, и смотрите на монитор. Был, да? То есть вот я дал настоящий разряд, и у меня система записала, что была сделана дефибрилляция, в данном случае она определила мощность в 15 джоулей. Я набрал 20 джоулей. Детская доза, чтобы как бы просто аккумулятор не заряжен тут совсем. То есть настоящий разряд, не учебный, не какой-то модулированный, а именно настоящий. Каждый врач должен уметь пользоваться дефибриллятором. Каждый. Это написано в наших профстандартах. Значит, дальше, как я сказал, есть специальные пластины для того, чтобы поставить утюги, электроды ли мы их называем. Смазывать не надо ничего. В данном случае система позволяет не смазывать. Гель не надо наносить. То есть, естественно, при рассказе они это должны сделать на словах, смазывать не будут. Если вы заметили, значит, там сейчас монитор не дает аксимметрию, да? То есть у нас нету плетизмограммы, графика, но нету. То, что вы видите здесь, сатурацию, это находится в моем ноутбуке, в вашем управляющем компьютере. Для студентов, для курсантов это недоступно. Только тогда, когда я надеваю датчик, у нас должна была пойти плетизмограмма, да? Пошла. То есть, видите, сделал, пойдет, не сделал, не будет. То есть вот это они не видят, когда они будут на занятии. Они этого не видят, это видите только вы. Вообще в идеале это как происходит. У вас есть комната операторская, в которой сидите вы. У вас есть микрофон, который позволяет вам симулировать ответы пациента, когда он находится в сознании. Да? То есть он будет говорить вами, либо кто-то за вас будет говорить то, что вы ему сказали. И, собственно говоря, они остаются перед пациентом одни. Тут больше в комнате никого нет. Естественно, палата оснащена в зависимости от того, какую ситуацию вы разыгрываете. То есть у вас это все будет. И приемный покой, условно какой-то, да, и там палата интенсивной терапии, в которой есть и то, и то, и то, и то. То есть вот так это работает. Значит, если мы с вами, если они вам говорят, а вот мы хотим там померить ему давление, больной к вам поступил, вы там, условно, у него ишемия, вы должны знать, какое у него давление, значит, в принципе, у вас перед этим происходит инструктаж, они надевают манжету, и дальше медсестра, которая у вас там это играет, они нажимают кнопку на мониторе «Неинвазивное артериальное давление», и монитор вам показывает, да, что давление на данный момент вот такое. То есть, в принципе, когда я играю в эту ситуацию, то есть у меня еще есть специальные электроды, которые не должны подключить на пациента, и после этого я включу им графики ЭКГ. То есть вот идея вот такая. Есть вопросы на данном этапе? Нет. Пока нет. Очень хорошо. Значит,
Ну, раз он дает асистолию, естественно, его надо реанимировать. Да? То есть у него есть эта возможность, и у него есть монитор. Я опять вас призову сюда. Значит, СЛР вы проходили? Зачет сдавали? Ну, пока что нет. Ну, промежуточный какой-то, да? То есть, да. Значит, сейчас ваша задача просто начать делать сердечно-легочную реанимацию, да? Причем вы будете отвечать за сердце, а я буду отвечать за искусственную вентиляцию легких. Да? То есть мы с вами работаем в команде. Вы не один спасатель в данном случае. То есть вы, ну, вы все знаете, да? У нас какое соотношение? 30 к 2. Мы делаем 30 компрессий с частотой 100-110 в минуту. Мы их считаем. 30. Вы прям легче это делать вслух. После 30 компрессий вы делаете паузу. Я делаю 2 вдоха. Дальше продолжаем опять, да? То есть вот так вот сейчас. Значит, сейчас, секунду. У нас с вами была ишемия, ему не помогли. У него все дошло до вот этого. Можете начинать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все, достаточно. Понятно? В принципе, это можно сохранить и распечатать потом через флешку, и будет ваш, так сказать, объективный ответ. Было легко его продавливать? Ну, не как у простого СЛРного манекена, который заточен только под это, да? То есть это действительно ригидная грудная клетка, которая требует усилия. То есть вот это все как в жизни. Когда у вас такой крепкий солдат или спортсмен, вот это так оно и бывает. И мы это делаем 30 минут. Хорошо. Это прекрасно. Занимайтесь спортом. Значит, вы сделали все правильно, значит, у вас только в самом начале было неправильное положение рук. Я просто его не понял, почему так. Но, видимо, что-то было. То есть, в принципе, СЛР эффективность, он дает отслеживать. Но, я повторяю, и вы это надо четко запомнить, что на нем мы СЛР не отрабатываем. Это надо только как один из этапов, чтобы понять, как команда работает в этой ситуации. Потому что разыгрывать сценарий обычно получается как? Например, у больного анафилаксия, за ним приехала скорая помощь. Это минимум врач, минимум фельдшер. 2 человека. Кто-то играет врача, кто-то фельдшера. Они с ним занимаются, потом они с этим пациентом едут в приемный покой. У вас еще добавляется врач приемного покоя и медсестра приемного покоя. Вот у вас уже 4 человека в этом сценарии. И это ваши курсанты, которые распределены по ролям. А дальше вы разбираете, кто и как действовал в этой ситуации. Какие были ошибки, какие были там проблемы и прочее. То есть люди должны
которые к вам приходят на занятия, на данного пациента, они должны четко понимать, что, например, сегодня у нас тема ОКС, с подъемностью, без подъемности, да, это мы все знаем, и протокол. Они должны четко понимать, что вы от них хотите, если вот такая-то клиника. То есть они должны уже знать признаки на ЭКГ, их правильно интерпретировать, ставить диагноз промежуточный и дальше действовать по протоколу. Введение лекарств, ну и там, я не знаю, вызвать ангиохирурга ли, если тут какая-то, ну и так далее. То есть вот они не должны быть статистами. Если они не готовы к теме ОКС, это бесполезно. Тут прыгать над ними, в сценарий их заводить, потом это же все у вас еще будет сниматься на видеокамеры, и потом вы будете это дело еще и разбирать и смотреть, кто же как себя вел. Поэтому, если они тему не знают, бесполезная литература. Бесполезно. Так, по сердцу. Значит, всегда спрашивают, вот он не дает нам цианоз, да, есть роботы еще более дорогие, которые там дают цианоз. Но цианоз у них, естественно, тоже игрушечный такой, значит, у него либо синеют ногтевые ложи, это у другого вида, либо вот здесь вот зажигается тоже лампочка. Значит, то, что робот не может, это вы договариваетесь сами. То есть, например, вы можете как исходная задача, то есть он цианотичный, да, там губы такие-то. Сатурации пока, естественно, вы не знаете, когда они ее включат, у него там будет 82. Когда они поймут, почему он цианотичный, но не понимают, от чего он. Это легкие, либо сердце, либо там периферия и прочее, либо тут какой-то комплекс. То есть чего нет, мы это договариваем. Естественно, нет в мире робота, который бы вам создал настоящую физиологию, которая была, в общем-то, присуща живым людям. Но возможности его очень большие, вы уже это видели. Значит, дополнительно, если тут есть хирурги, есть? Есть. Хирурги есть. И это хорошо. Дополнительно возможно опционально докупить такие вещи, как оторванную конечность с возможностью наложения жгута при кровотечении. Дополнительно можно купить травму брюшной стенки, брюшной полости и травму лица, если это надо, тоже с кровоточащими ранами и прочее. То есть это в стандарт не входит. Но какую-то острую патологию сочетанную можно отыграть и так. Например, при ДТП сочетанная травма, ушиб там селезенки, легкого, там, не знаю, гидроторакс, это мы все можем сделать. Значит, теперь по функционалу наглядному мы, наверное, прошлись. Теперь наша с вами задача посмотреть, как устроена вот эта система МЮС и как вы можете программно какие-то менять позиции, показатели и получать то или иное. Значит, у нас с вами в центре находится человечек, да? Очень простая здесь программа. Значит, у него есть активная, это центральная нервная система, за что у нас отвечают? Это глаза. Мы можем через кнопочку включения, это будет применительно сразу к правому и левому глазу. То есть они реагируют на свет, либо я могу сделать, что они на свет не будут реагировать. Да? То есть я могу поставить скорость моргания, либо в автоматическом режиме. Что значит автоматический режим? Это значит, вы увидели при введении пропофола через определенное время он перестает моргать. То есть он теряет сознание, потому что у него блокируется передача, и он засыпает. Да? Значит, если я ему бы оставил вот этот показатель моргает, то не важно, что я ему ввел, либо у него давление будет низкое, он все равно будет моргать.
потому что я вмешался в его физиологию и принудительно поставил, что он у меня все равно будет моргать. Это вот основное отличие от авто. Я всегда оставляю, когда работаю в автоматическом режиме. Также есть скорость моргания. Я могу включить у него судороги. Мы получаем вот такой эквивалент судорог, то есть он просто трясется, у него трясутся конечности, голова, то есть это как бы один из вот таких вариантов. Значит, внутричерепное давление могу задать его программно, на физиологической модели оно не отвечает. Я могу вывести показатель ВЧД на монитор. Я потом его вам покажу, как это сделать. Значит, нейромышечная блокада. Нейромышечная блокада – это симуляция введения релаксантов без их введения. Да? То есть, если я поставлю, например, на 98%, то я получу отсутствие передачи возбуждения на мышцы, и то есть я получу, собственно, отсутствие дыхания, отсутствие моргания, то есть он у меня будет сейчас впадать, значит, в гипоксию. То есть, по сути дела, я ему как будто ввел релаксанты. Их забыл, что я их ввел, и вот я ничего не делаю, у него, видите, падает сатурация, вы это можете видеть, это частота дыхания 0 и так далее. Чтобы это действие как-то исправить, я должен опять этот показатель привести к нулю жестко. Только тогда эта нервно-мышечная блокада уйдет. Но в принципе, если я в этот момент буду его вентилировать, это все будет работать, и то есть, пожалуйста, это вы таким образом можете стимулировать, например, какую-то дыхательную недостаточность. Дальше пусть они разбираются, о чем идет речь. Значит, вы должны всегда четко представлять, какую задачу, либо максимум 2-3 задачи, которые вы хотите отработать на данном занятии. То есть, если, например, мы с вами там, я не знаю, давайте хирургия, давайте возьмем ваш протокол, например, травма грудной клетки. Да? Значит, у нас с вами условно гемоторакс, и значит, там подозрение на то, что там ушиб легкого. Значит, вот наша задача на данном занятии, это что от них получить? Чтобы они поставили диагноз, заподозрили гемоторакс, да, в том или ином виде, заподозрили ушиб легкого, и, собственно говоря, если это гемоторакс экстренный, то они его должны ликвидировать. И вот это конкретные задачи и действия, которые они должны вычислить и сделать. И, собственно, на вот этом их действие будет закончено, и вы можете его как-то оценить. Если мы ставим в своей задаче много разделов, что они должны там еще и его посмотреть, брюшную полость, если там, я не знаю, еще там разрыва печени и селезенки, что тоже все, может быть, и прочее. Вот это их отягощает очень, утяжеляет их процесс, и, как правило, эффект от такого занятия будет очень низкий, потому что они не смогут до конца осуществить все то, что какие цели вы перед ними ставите. Тем более, что они не знают, чего вы от них хотите, потому что это правило игры, которые вы им об этом не говорите. У них условно есть там, больного привезли после ДТП, и вот все. Скорая помощь ему только ввела там, условно говоря, морфин. И больше ничего. Капельница есть, капает 250 мл физраствора. Давление вот такое-то, у него одышка, правая сторона не участвует в акте дыхания, нарастает там вот это. Значит, с этим понятно. С мозгом. Здесь мы еще можем установить температуру тела, она есть отдельно крови и тела. В принципе, на физиологию это не мешает. Это если мы с вами как инфекционисты, да, должны там при
при сепсисе, да, у нас есть с вами высокая температура, бывает такое, да, чтобы она просто у нас была, мы ее программно просто ставим, условно говоря, и чтобы она у нас просто отображалась на нашем мониторе. То есть это для наглядности, чтобы она вот такая была. В принципе, на физиологию это не влияет. Значит, по легким мы нажимаем с вами на легкие, и, в общем, все, что относится к дыхательной системе, мы можем тут с вами отработать. А что именно? Как я уже говорил, отек языка – это норма. Вот сейчас у него отека нет. Можно опять важить, да? Сейчас вы, пожалуйста, просто положите палец на его язык. Вот, большой, да. И его, он мягкий, да, сейчас, да. То есть вот сейчас вот он нормальный язык, без всякого отека, без подвижности. Теперь этот палец уберите, ничего страшного, там ничего нет. Теперь уберите. И теперь я сделал ему тяжелый отек. Теперь можете потрогать опять язык. И что называется, почувствуйте разницу, да? Он увеличился в объеме, он стал тугой, да? Это очень отяжеляет ларингоскопию. Это то, о чем вам я говорил. Убрать это только возможно, опять же, этим же путем убрать его, да? То есть, когда... Все, пока все. Можешь присесть. То есть, когда мы работаем, например, при анафилаксии, у них там есть отек, то я как раз вот эти вещи все и тут преподношу, что они не могут его заинтубировать. Его и не надо интубировать, пока ты ему не ведешь адреналин. Потому что наша с вами задача при анафилаксии адреналин, чтобы они ввели. Причем правильно, в правильной дозе и в правильное место. И вот только тогда мы получим какой-то эффект. Что вот при анафилаксии он четко, как Отче наш, там у кого какая там молитва, да, значит, он это должен знать. Вот тема занятия не там восстановить дыхательные пути. Если он не дышит, то нам надо ему просто дать кислород, либо через мешок амбун. Но вы его не заинтубируете. Если вы будете интубировать, вы ему там все порвете, еще получите непонятно что в конце концов. А если вы не ведете адреналин, то он точно уйдет у вас в шок, который, скорее всего, вы уже его не поднимете, да, оттуда. Окклюзия дыхательных путей, о чем я вам и говорил. Это говорит сейчас вот это увеличение отека глотки и нижних дыхательных путей перед связками и ларингоспазм, то есть я ему перекрываю голосовую щель. То есть если я сейчас туда полезу клинком, я увижу, что у него щель закрыта, физически я могу туда трубку ввести, но я там все порву, так же как у пациента, я ему сделаю травму. Я потом еще получу ларингит из-за того, что там механически. Значит, мы говорили, есть декомпрессия, это я могу сделать двухстороннюю, правостороннюю, в зависимости от того, что надо. Бронхиальная окклюзия, один бронх я выключил, в общем, там сейчас дыхания не будет, и в принципе это так оно и есть. И асимметрия грудной клетки, она, вот если мы сейчас, например, так, он у нас из-за чего? Он же у нас еще и ларингоспазм, давайте мы все включим, чтобы он был живой. Вот. Теперь мы видим, да, что у нас, например, остаточный объем остался, он работает только левое, но легкое. Потому что справа у нас окклюзия, какая-то пробка, обтурация, инороднее тело, неважно что там, да, то есть правое легкое не дышит. И мы это можем увидеть с вами визуально. Частота дыхания можем задать принудительно, когда мы находимся в состоянии моделирования, то значит она будет отвечать в зависимости от того, какая у него клиническая ситуация. Значит, частоту дыхания мы можем с вами поставить максимум 40. Дальше, выше отдышки 40 машины просто физически не дают. То есть так устроен механизм. Вот, собственно, и все. Если вам надо по вашей задаче, что у него отдышка должна быть больше, чем 40,
тогда вы просто это на словах скажете вашему курсанту. Видите. И дальше я ее могу моделироваться. Значит, есть такое понятие коэффициент частоты дыхания. Что это такое? Например, дыхание в норме у человека, ну там условно 15-16 минут у здорового, да, человека. Если я применю коэффициент к нему, это значит коэффициент единица норма. Если я поставлю коэффициент частоты дыхания там, в 2, там, в данном случае, и 8, то есть я вот эту частоту увеличиваю в 2,8 раза. И я с вами получаю, например, цифру 31. То есть вы можете через коэффициент частоты дыхания выставить такую одышку, либо, как я уже раньше показывал, поставить эту одышку через конкретный показатель, там, 32. Значит, чтобы сбросить пациента, все, например, действия, которые вы сделали, у вас есть кнопочка «Пациент», и я хочу его сбросить. Это значит, все, что я с ним делал, это я все обнуляю и возвращаюсь в нормальную физиологию того, что у меня было до этого. Значит, еще очень хорошая функция, мне она нравится, я очень часто ее использую, это функция шунта. Все знают, что такое шунт у человека. В принципе, при увеличении данного показателя я выключаю n-ное количество альвеол в газообмене, да, и что я вижу? Я вижу рост частоты дыхания, уменьшение сатурации, то есть компенсаторно включается механизм отрабатывать. То есть это нам тоже важно при работе с такими патологиями, как пневмония, как Хоббл, да, тот же, значит, инфекционно-токсический шок с сепсисом. То есть это все вот из той области. Значит, это только я работаю с функцией шунта. В принципе, очень показательно это все работает. Сброс. Значит, помните, я вам говорил, дыхательный объем. Если нам кажется, что нам надо, чтобы у него экскурсия грудной клетки была более видимая, да, то есть я могу увеличить дыхательный объем, и я эту экскурсию увижу более наглядно. При этом, если я еще условно изменю частоту дыхания, и если я сделаю, о чем я вам с вами говорил, это отношение времени вдоха к времени выдоха, увеличу время выдоха и, например, поставлю ему дыхательные шумы, это можно услышать, даже дистанционно. Помимо этого, можно сделать хрипы сухие, либо влажные хрипы, и курсант это может увидеть. Так, пациента переустановим еще раз. Вопросы есть по данной? Да. То есть, вот, допустим, мы задаем сценарий, а студент должен что-то вести. И мы как оператор работаем, да? То есть вел он это или нет, мы прямо сами отвечаем, и тогда здесь параметры изменяются. То есть Или он автоматически. Значит, смотрите. Да, значит, ну, обычно мы устанавливаем правила игры какие.
то, что пациент, то, что курсант делает, он помимо физического, ну, например, в данном случае, если мы хотим это полное погружение, у вас есть медсестра, у вас есть врач, если мы с вами говорим про анафилаксию, да, значит, у вас там условно ему стало плохо около процедурного кабинета после прививки. Или тут же прямо. Значит, у вас условно есть набор шприцов, там есть какое-то лекарство. Обычно это всегда будет дистиллированная вода. Надо просто, чтобы человек физически набрал количество этой воды и, значит, сказал, что я ввожу такую-то дозу такого-то вещества туда-то, внутримышечно, да? Адреналин мы вводим куда? Внутримышечно. Если у нас стоит нет вены, внутримышечно, не под кожей. Протокол гласит внутримышечное введение, причем в бедро. Значит, и он это должен сказать. То есть врач это назначает, медсестра это выполняет и делает. Потому что когда мы играли анафилаксию, ну, например, это было в Казахстане, доктор сказал, что мы вводим внутримышечно, доза была правильная, медсестра эту дозу ввела, но ввела это не внутримышечно, а ввела ему внутривенно. И я это, потому что я это видел, и я это так и написал, что мы ввели вот эту дозу всю внутривенно. И у нас отобразился огромный подъем артериального давления, дикая тахикардия. И то есть, когда мы это потом все разбирали на дебрифинге, потому что это все записывалось, медсестра, как только это увидела, мы даже без комментариев, без всего, мы просто запустили тот сценарий, который был записан. Они это играли 3 минуты назад. И она сразу же, куда же я сделал? То есть, а врач это не проконтролировал. То есть вот это вот очень важная такая составляющая. Значит, да, у меня есть дозировка адреналина определенная. Единственное, чего нет в этой штуке, это введение адреналина внутримышечного. Здесь есть внутривенное, внутрикостное, потому что здесь в основном лекарства только первого уровня, которые действительно четко влияют на физиологические параметры. Да? То есть если мы вводим атропин в этой дозе, мы сразу получим брадикардию. Если мы введем адреналин, сразу, ну вот, например, да, мы с вами возьмем и введем ему 1 миллиграмм внутривенно адреналина. Вот. В чем мы вышли? Вот на что мы вышли. И вот мы посмотрим, сколько там адреналина в нем и какая в этом физиологическая, в общем, вся составляющая. То есть вот значит, если этого лекарства нету в программе, значит, вы это у себя в чек-листе записываете, что вы вводите по протоколу то лекарство, которое я вам назвал. Значит, вы же знаете, какой ответ будет у вас, да? Вы действительно заходите в параметры и, собственно говоря, просто их смоделируете по чистому листу. То есть это все делается быстро, в течение там. Потому что ведь пока мы введем, пока время пройдет, когда лекарство подействует, да, то есть у вас времени будет, чтобы какие-то, так сказать, а у вас всего 3 параметра, которые у вас изменят. Это частота дыхания, артериальное давление и ЧСС. Все. Это вообще 3 кнопки, да? И вот пока этот адреналин не кончится, да, то есть это я всегда показываю им, когда они проводят реанимацию, у нас же сейчас протоколы мало кто читает, они все по старой программе. Атропин, адреналин, атропин, атропин. И вот здесь вот огромное количество, и то есть какой там врачок, откуда вот, то есть там что, смерть уже коры, либо это столько там от атропина, что мы понять не можем вообще, будет там реакция, не будет реакции. То есть это все очень наглядно. Кто-то даже, кстати, преподает клиническую фармакологию на данной программе. Я это просто знаю. То есть физически в него ничего не вкалываем? Физически мы ничего не вкалываем. В принципе, я делаю как? Здесь, конечно, есть вены. Но я делаю как? Я беру катетер периферический и беру тройничок от капельницы, ну, например, Бевы Браун, да? То есть я катетер привязываю при помощи пластыря либо бинта. То есть я уже говорю, что у вас предустановленный периферический катетер.
Все, больше мы ничего. То есть если мы разыгрываем полный, так сказать, контакт, она собирает капельницу, либо мы там начинаем титровать, там, ну я не знаю что, нитропрусид натрия, там есть там еще что-то, да. То есть она это собирает, инфузомат, все. Я к этому катетеру подсоединяю тройничок. И этот тройничок у меня уходит в мешок пустой, который находится под кроватью. И, в общем, когда я это дело все пустил, я Т-образный краник открыл, и у меня, по сути, в него-то ничего не идет, а идет все в этот мешок. Но вот это вам дает полное погружение, то, что они это физически сделали своими руками, набрали этот, сделали разведение дофамина, то есть надо взять дофамина столько-то физраствора, все это смешать, и через шприц-дозатор это с такой-то скоростью запустить. То есть вот это как раз вот именно так работает. Конечно, есть роботы, которые даже позволяют себя вводить, и он даже считывает штрих-код этого шприца, и он даже определит, какое вещество вы ввели и какой объем. То есть, если я введу там, условно, 2 куба, то он так и мне и пересчитает, что мы ввели там 2 куба там, этого пропофола, этого столько-то миллиграмм. Но это космос, да? Значит, это надо в основном для анестезиологов. То есть, это есть такое в Российской Федерации, 5 роботов таких стоит, там в основном преподают для это стоит в настоящих операционных, настоящими дыхательными аппаратами. Они имеют испарители, которые с настоящими ингаляционными анестетиками проводится индукция. Севаран, дисфлюран, то есть кому это все известно, то есть это вы понимаете, о чем я говорю. То есть это моя тема, да, но в принципе я могу даже на этом роботе, не имея вот этого всего, сделать прекрасный тренинг по индукции и по осложнению во время индукции. Или там по осложнению во время операции. Мне не надо вот это все, то есть это все можно сделать. А препараты, которые, ну, как бы лежат там, они подписаны определенные перечень? Значит, смотрите, да, значит, сейчас мы с вами до этого дойдем. Ну вот, видите, да, у нас адреналин, остатки, да, прошло время, значит, сколько у нас ушло? Значит, ввели мы на 47-й, на 48-й минуте, сейчас прошло, ну, в общем, 4 минуты, почти 5, да, вот эта ампула, и он только через 5 минут пришел к той норме, которая была. То есть, вот это, знаете, книжку по физиологической модели данного робота написана вот такая вот, как ее вообще переписали, да, это 5 таких известных людей, физиологов в том числе, то есть она такая, это труд, который пока аналогов не имеет. Итак, давайте пройдемся по нашему меню, чтобы мы с вами опять же понимали, как это все устроено. Значит, слева вверху у нас с вами написано название симулированного клинического случая, который у нас с вами сейчас включен. Значит, дальше вкладка. Значит, очень удобная штука. Значит, появилось чего-нибудь на мониторе? Нет, ничего нет. Все то же самое. Значит, вкладка позволяет сюда завести результаты анализов, какие-то снимки, например, какую-то вашу пленку в формате фотоснимка JPEG, либо там FB2, значит, и потом это вывести при желании на экран. Ну, например, опять же, про нас с вами гемоторакс, либо ушиб, да. Стандарт вы должны сделать рентгеновский снимок, да, и вот он это назначает. У вас этот снимок есть, либо вы его физически им показываете, вот он, пожалуйста, оцените, да, либо у вас это уже все готово, вы это завели через флешку в этот ноутбук, и его тут ищете, и выводите на экран, он появляется вот здесь. Вот здесь будет. Если вы его туда загрузите. То есть это позволяет. Дальше. Шкала. Она, собственно говоря,
вот если вы, например, эта шкала времени идет, вот он у нас уже работает 54 минуты без остановки. Мы с вами трудимся, да? Значит, например, я вот здесь поставил ему закладку, да, значит, например, я смотрю в ходе сценария, что-то они стали делать не так. Либо ступор, прямо вообще кто-то там что-то не... Лидер, который лидер в команде, что-то как-то себя потерял. Значит, я на этом моменте закладку, то есть до этого было все в порядке, но вот здесь прямо вот стал тупить, да, и я там, значит, я в это дело могу вмешаться, я могу поставить паузу, захожу к ним, либо это дело немножко останавливаю и говорю, в чем проблема, что не так, что вам непонятно, что-то здесь. И, в общем, пару вводных вопросов, и, в общем, у них все становится на место. То есть я не останавливаю полностью сценарий, я его поставил на паузу, чтобы не прерывать процесс. И дальше я вернулся, запустил и вернул его к той физиологии, на которой я эту заметку поставил. И он его вернет на то время, видите, пациент вернулся к закладке 1. То есть вот эта вещь очень удобная, для того, чтобы не навсегда там это дело останавливать. Значит, дальше показывает время, сколько у нас идет данный сценарий. Если вы помните, значит, у нас есть все то, что мы с ним делали, все вот в этом левом нижнем углу, то есть все, что вы видите здесь, это все перед вашими глазами в ноутбуке. Это ваш инструмент рабочий, которым мы, собственно, должны владеть. О чем мы с вами сейчас и делаем. Значит, пауза – это ускорение сценария в 4 раза. Значит, когда это полезно? Ну, например, у нас с вами сценарий записан каким образом? Я всегда пишу очень простые сценарии, потому что я не пишу сложных сценариев, нет смысла в сложных сценариях. Что такое простой сценарий? Исходное состояние, дальше либо ухудшение, либо улучшение, 2 стадии, то есть дополнительно, то есть уже исходное состояние раз стадия, улучшение 2 стадия, улучшение 3 стадия. Иногда я делаю ухудшение ступенчатое. Сначала ухудшение, условно говоря, средней тяжести, дальше еще хуже. До асистолии я могу довести, но не в этом суть. Значит, и вот тогда я делаю переходы от стадии к стадии, например, по времени. Я даю на исходное состояние, чтобы они обследовали его, какие-то анализы, интерпретировали, там, условно, 5-8 минут. Значит, сам сценарий, это мой вам совет, не должен занимать 15 минут и больше. Максимум 10, 12, 13 минут. Вы должны конкретно задать определенные цели, чтобы они в эти цели, этого времени им хватило, чтобы они свои возможности и показали, что они это заподозрили и назначили лечение. Да? Мы их тут не учим вводить что-то. Да? Мы оцениваем их знания и умение действовать в экстренной критической ситуации. Вот что мы тут делаем в основном. Да? То есть, еще раз говорю, что люди должны быть уже знающие и протокол, и как это все. Значит, другое дело, что они это никогда не делали, кто-то никогда не играл медсестрой, а в данном случае он это будет делать. И, собственно, вот в этом весь цимус. Как показывает опыт, им это очень нравится. И они всегда говорят, да, мы хотим этим заниматься чаще, больше, но для этого к ним требования должны быть тоже очень высокие, потому что так просто запускать к нему нельзя, потому что опасность того, что они его сломают. Кнопка «Остановить», мы идем дальше. Это я могу остановить сценарий. И я вообще прекратил нашу сессию. Это я делаю тогда, когда я вообще заканчиваю. И, в общем-то, все. То есть вот у нас с вами исходная табличка такая. Чтобы запустить, мы с вами нажимаем кнопку «Выполнить». И дальше идет физиология, которая... То есть, видите, да, он сейчас упал.
Сейчас он начал моргать, дышать с той частотой, которая тут прописана. Идем с правой стороны. Значит, интересная вещь. Да? Значит, понятие состояния. Значит, если мы... Система позволяет устанавливать параметры, как жесткими параметрами, которые я вам показывал, например, CSS, я хочу поставить 22. Я зайду в CSS, поставлю цифру 22, и что бы с ним ни происходило, у него CSS будет 22, пока я это сам не поменяю механически. Так? Но я могу частоту дыхания поставить через состояние. Значит, вот я зайду в состояние респираторное, возьму такое понятие, как тахипноэ, и в зависимости от того, какую частоту я ему хочу выставить, да, я ему выбираю, например, вот такое понятие, как промежуточный вариант. Напротив каждого наименования, в данном случае промежуточный, у вас есть таблица в вашей инструкции, где есть конкретная цифра, которая будет выставлена. Почему я люблю делать именно через состояние? Потому что если я сейчас начну ему там чего-то моделировать, то как раз вот понятие частоты дыхания через состояние у меня как раз будет в физиологическом ответе. И если я ему сделаю одышку там выше 30 и сделаю ему там условно обструктивный синдром, и я ему буду делать ингаляцию сальбутамола, да, у меня это лекарство есть в моей библиотеке, то я получу эффект. И я получу автоматическое снижение частоты дыхания. А если я ту же одышку выставлю 38, как я это могу сделать, например, вот видите, я зайду в частоту дыхания, поставлю ее 36, применить, значит, я убираю физиологическую модель по частоте дыхания, и я ее принудительно ставлю в частоту дыхания 36. И что бы я ни делал, пусть даже ему станет легче, но частота 36 не изменится, пока я опять же физически не изменю. Войду сюда же и там поставлю ее там на 19. Вот что такое понятие состояния. То есть это уже заранее смоделированные программы, ну, то есть те, кто ее разработал, некий перечень параметров, которые вам позволяют отработать ваши ситуации в физиологической модели. Они делятся на сердечно-сосудистые, которые бывают гипертензия, гипотензия, также тахикардия, брадикардия. То есть это вот 1С. Значит, дальше у нас с вами идет вкладочка «Медикаменты», которые у нас разделены по группам, либо можно зайти в вкладку «Все медикаменты», и перед вами будет все, что тут вообще есть. Еще раз говорю, как правило, это препараты, которые четко влияют на тот или иной параметр. То есть здесь нет антибиотиков. Здесь, если есть там условно парацетамол, то он только для журнала, то есть чтобы он был. Аспирин, он только для журнала, потому что мы никак не увидим, что же мы получим, да? Но в протоколе он должен быть, поэтому, значит, если какого-то препарата нет, это не значит, что робот плохой, либо программное обеспечение плохое. Еще раз говорю, клопидогрель, да, значит, при ОКС, да, значит, но тоже вы не получите видимого эффекта. Если даже его тут нету, вы его просто запишите, что он его ввел, а дальше вы это потом обсудите на дебрифинге, все ли он так сделал. Правильная ли доза, правильная ли последовательность, ну и на каком этапе, да, вообще. То есть вот подход вот такой. Собственно говоря, набор стандартный, если
какое-то лекарство, название у нас другое, ну, собственно говоря, это просто как синоним, это всем все понятно. Верапамил или там другое название будет, эффект будет одинаковый. Значит, дальше есть такая вкладочка, как вмешательство. Ну, например, дефибрилляция. Да? Значит, в принципе, если у нас с вами нет дефибриллятора, вот его нет вживую, значит, но по нашей с вами учебе у нас с вами фибрилляция, тема нашего занятия. То есть для лечения фибрилляции нам нужна дефибрилляция. Все понятно. Значит, и он по ситуации говорит, ну, по-любому вам нужен хотя бы какой-то учебный дефибриллятор. Иначе смысла нет, это занятие вообще провальное. Значит, вот система позволяет, условно говоря, когда он говорит, что я там делаю дефибрилляцию, либо он накладывает автоматический дефибриллятор, но он тоже словами должен сказать, какую мощность он делает. Назвав ее, мы с вами знаем, что при бифазном дефибрилляторе максимальная мощность это 200 джоулей. Это на монофазном 360. Вот это очень большая разница, чтобы они этого не путали. Да? То есть бифазный 360 не бывает в природе. Максимум 200. И вот максимум, если он сказал, вот мы его ударили, у нас произошел вот этот пик, программа это увидела, что на такой-то минуте мы сделали с вами дефибрилляцию, 200 джоулей, и в общем ритм у нас там, условно говоря, восстановился. Это вам надо для чего? Для чего это все система записана? Потому что когда вы будете проводить дебрифинг, и когда вы зайдете, я вам потом покажу, куда вам надо зайти, вы можете совершенно четко сказать, что вы там, условно говоря, очень задержались с дефибрилляцией, потому что вы дефибрилляцию сделали там, условно, через 3 минуты, через 5 минут после того, как вы поставили, вы вообще заподозрили вы, нет. То есть вот для чего. Первое. Второе, значит, ну, мешок амбул. В данном случае, значит, если мы с вами играем приемный покой, либо палату, либо там еще что-то, и вам по вашей ситуации ему надо давать кислород в той или иной пропорции, да, он должен это сказать словами, что мы там условно даем кислород, либо он может быть через носовой катетер, и он должен сказать именно какой поток он дает. И он должен также четко понимать, что поток через носовой катетер не может быть больше 6 литров в минуту. В природе больше не бывает. На самых конях, чтобы они работали с большим потоком. Значит, можно ему давать поток через мешок амбул. Знаете, да, такие есть мешки, которые подключаются к кислородному штуцеру, либо к кислородному баллону, и вы можете регулировать процент поступления кислорода при дыхании. То есть это все мы называем. И мы это отражаем, это тоже идет на память нашего устройства. Это на физиологию не влияет, процент кислорода, именно на его ответ. Но это как раз в учебных целях очень четко должно быть запротоколировано. Значит, вот есть отдельная масса, значит, кислород, интубировать, ПДКВ, это уже такие для интенсивистов. Значит, дальше у нас с вами есть, как я говорил, монитор введения лекарственных веществ. Кнопка «Пациент» позволяет нам с вами сохранить состояние, либо сбросить его, вернуть его к настоящей физиологии. Запись событий, она тоже дублирует то, что записывается в событии в этом журнале. Потом вы эти события можете сохранить. Может быть, вам понравится то состояние, которое вы создали, вот так, и гора, и его отредактировать. Система это тоже позволяет. И, как я говорил, сердечно-легочная реанимация. Монитор. Это мы с вами уже видели, как это работает. Значит, я сейчас вас спрашиваю вопросы, и дальше мы делаем 15-минутный перерыв.
нам надо пополнить глюкозу, значит, и здесь проветрить. Вопросы, коллеги? А можно, Без перерыва мы не будем. Это я вам сразу говорю. а если, допустим, ошибки моделировать можно, да, я так поняла, там, допустим, у больного одышка сердечного характера, да, а мы взяли и ввели сальбутамол, он отреагирует или мы должны сами эту ситуацию? Сами. То есть он не Система не распознает, какого рода патологию вы ему задали. Если мы выставили там сердечную недостаточность, допустим. Ну, понимаете как? Еще раз говорю, система, как сказать, она не такая гибкая, как мы себе это можем представить. Вот чтобы мне смоделировать, ну вот давайте прямо сейчас, вот на вашем примере, и сейчас это все увидят. Давайте смоделируем вашу ситуацию, которую вы сейчас себе представили. Я сейчас вам ее смоделирую. У нас с вами есть для этого показатель ЧСС, артериальное давление, частоты дыхания, хрипы, какие скажете, и соотношение вдоха-выдоха плюс сатурация. Я насчитал 6 параметров. Вот давайте смоделируем ту ситуацию, которую вы хотите. Прямо сейчас, на фоне здорового человека. Давайте, что мы с вами хотим разыграть, и что мы с вами хотим, чтобы он отреагировал на ту патологию, которую мы с вами заложили. Вот вы себе сейчас что представили? Ну, острую сердечную недостаточность. Острая сердечная недостаточность, которая чем Сердечная астма. характеризуется? Параметр. Давайте. Да. ЧСС, говорите мне. Я сейчас пока все сделаю очень просто. 120. Давайте. Мы делаем ЧСС 120. Я сейчас делаю все просто, прямо самый простой вариант. Я делаю жесткие параметры. Так, давайте к давлению, пока мы в сердце потом. Давление давайте делаем там 110 на 70. Ну вот у нас в моделируемой части, ну давайте сделаем жестко, давайте сделаем 110. Применить. Так. Частота дыхания. 32. Одышка, да? У него одышка из-за чего? Чтобы я тоже понимал. Ну да, сердечная астма, отек легких формирующийся. Хорошо, я вас услышал. Значит, заходим тогда в легкие, заходим в частоту дыхания и ставим ему одышку 30. Теперь меня интересует, какая сатурация будет у него, чтобы она была правдоподобная. Он у нас синий, компенсируемый или он у нас хроник, что там у него? Потому что может быть и 92 сатурация на этом фоне, ничего там... 85 поставим. А? Давайте 85 поставим. Давайте поставим 85. Значит, мы с вами ставим 85. Значит, теперь скажите мне, какие жалобы и будет ли у него что-то аускультативное. Мы хотим у него что-то изменить? Влажные хрипы. Мы заходим в значочки, заходим в дыхательные шумы, ищем дыхательные шумы, видим влажные хрипы, устанавливаем громкость, чтобы они были действительно явные для нас, да, чтобы это было четко. Причем, видите, я поставил хрипы по всем полям. Видите, да? А я могу и условно сделать отдельно только в одном легком, либо сзади, либо в верхней части, либо в нижней. Значит, пошло все это. Да, характер есть. Значит, теперь вот у нас ЭКГ как-то будет меняться? Мы хотим какую-то ишемию тут воссоздать? Можно не воспроизводить. То есть мы оставляем как есть. То есть нас это все устраивает. Жалобы какие? Жалобы. Где он находится? Дома, приемный покой, либо ему стало плохо, он лежит в отделении, в терапевтическом. В отделении. С чем он лежит? А он может лежать в хирургическом отделении с травмой какой-нибудь ноги. С травмой ноги. Окей. И у него сопутствующая
Сердечная недостаточность какая? ИБС, там, что там у него? Стенокардия. Значит, доктора, мне надо от вас четкие понятия, чтобы я понимал, в чем. Потому что вот здесь как раз вот это не проходит, да? Надо понимать конкретно, потому что вы эту конкретику будете потом требовать от тех, кто к вам сюда пришел. Вот так, чтобы у него вот так, это не получится. Вы должны четко понимать, что больной лежит в травматологическом отделении с переломом там шейки бедра, у него там 72 года, у него ИБС, стенокардия такая-то, бла-бла-бла. 2 инфаркта в анамнезе. Значит, четко, все четко. Они это все должны знать. Либо они это спрашивают, если у них нет истории болезни, либо история болезни ведется неправильно еще как-то, да, то есть он еще в сознании, то есть они вот это должны спросить, и вы тогда ему должны четко ответить, чего-то как, если он, конечно, говорит. Значит, ну, на этом фоне я вам не могу сказать, что я с вами согласен, что на ЭКГ не будет изменений. Если у него в анамнезе, там, условно, 2 инфаркта, и он там... У него 2 инфаркта делаете, у него просто стенокардия. Хорошо, хорошо, договорились. То есть просто на фоне болевого синдрома ему там заплохело. Так, и вот вы сейчас подозреваете, что, например, увидев одышку 30, увидя влажные хрипы, не распознав, что здесь сердечная природа, он не увидел, что здесь вдох и выдох соотношение не на... То есть нет обструкции. Нет. У нас с вами нет обструкции. Хотя, в принципе, я могу это... Влажные хрипы по всем полям тоже Ну, понимаете как? А влажные хрипы это еще не обструкция. Это просто влажные хрипы. Ну, понятное дело, мы можем с вами довести до чего угодно, до пены. Это можно тоже сказать. Не вопрос. Ну вот и он поставит ему условно и будет делать сальбутамол. Да? Значит, вот здесь, так как мы с вами все жестко прописали, вы увидите, что он делает совершенно неправильно, и вы должны его состояние усугубить. Опять же, программным способом. Да? То есть он что нам должен? То есть на фоне вот этих вещей теперь мы что от него ждем именно в этой конкретной ситуации? Какие действия он должен сделать? Скажите мне, пожалуйста. Что будет критерием выполнения данного сценария от того, что вы требуете от ваших курсантов? Какие действия? Вот вас вызвали, вы дежурный терапевт, вас вызвали в травматологию. Вот у вас такая клиническая картина. Пока мы увидели, что мы диагноз поставили правильный, у него действительно это стенокардия, и одышка идет оттуда, то есть у него, по сути дела, сердечная недостаточность. Наши действия какие? Условно, у нас есть кислород, мы его должны дать, это наше первое действие. Да? Второе, если возможно, ему надо сделать положение, чтобы было лучше дышать. То есть это первое действие, второе кислород. И третье действие, медикаменты. Что мы делаем по протоколу? Да? Все должно быть четко прописано. Мы должны четко понимать, что мы должны сделать. Понятно, то есть конкретная цель, степ-бай-степ. Что делаем первое, что второе, что третье. И вот в этой последовательности как раз идет весь алгоритм. Вот только тогда, когда они это делают, они это запоминают. А когда еще это будет писаться, они это себя увидят и увидят, что они протокол-то не выполнили, потому что они вот здесь ошибку сделали. По сути дела, что? Это вы сделали, медсестре сказали, вводим лазикс, если там капельницы нет, мы ставим капельницу, снимаем 12-канальную ЭКГ и смотрим, что там. А перед этим еще спросим, на что жалуетесь, дедушка, если это дедушка, да, там, неважно, как вас зовут, оцените его, то есть А, Б, С, Д никто не отменял, это вас всегда, это вообще вот, мы это знаем всегда, А, Б, С, Д вообще, при любом, это вот здесь у них все, здесь сидит. Только тогда это будет работать. То есть, если он уже без сознания, а он это не увидел, он продолжает там что-то делать, а он уже без сознания. Значит, почему какие-то причины есть там? Он про
смотрели, что сатурация вообще упала, и он перестал дышать. То есть здесь уже надо восстанавливать. Да, вот вам пришла там это, не обструктивный синдром, а вообще пришла обтурация. Ну там выкашил этот, что-то там и встал. Ну и так далее. Это ясно? Перерыв. Да, ну еще вопрос. Частота, глубина компрессии выводится на экран, если студент делает? А я же вам показывал. Нет, именно вот количество компрессий, которое он делает. Да, значит, вот когда мы когда мы выводим SLR монитор, то есть когда вы начинаете вот это делать, да, то есть у меня система показывает положение руки, он мне посчитал какую-то глубину, он ее сразу оценит. Здесь он их, вот он их дает, и это будет отсчитываться. И дальше будет показатель. После того, как вы закончите. То есть вот она, глубина в процентах, вентиляция в миллилитрах будет и с той частотой, которую вы даете. А вот сценарий сердечно-легочной реанимации, он изолирован не может быть, да, только в рамках какой-то патологии, да, именно? Или просто вот сердечно-легочная реанимация? Значит, я еще раз вас призываю. Значит, если мы хотим, секундочку, коллеги, пожалуйста, вот одну минуту и мы прервемся. Значит, если мы хотим отработать действия команды в условиях остановки сердца, вот только тогда я призываю такой сценарий играть. А не прогонять всю группу на СЛР. Для этого у вас есть симулятор специальный для сердечно-легочной реанимации, который лежит в соседнем кабинете, в котором есть программа, которая как раз все, что вы просите, она все это считает. Вот он там только для этого заточен. На этом можно, но для командного взаимодействия. Что делает? Потому что, понимаете, условно не просто СЛР, а мы должны на определенном этапе везде адреналин, повторный адреналин, ну и так далее. Продвинутую сердечно-легочную реанимацию. Система это позволяет. Если там будет фибрилляция, сделать дефибрилляцию. Надо делать. Вот о чем. Перерыв 15 минут.